Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар, курсқа жазылғандар және менің студенттерім. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қанша және басқа да фонетикалық варианттары бар. Аффикс, журналы. Сегодняшняя наша тема – аффикс, қанша и другие фонетические варианты генше, қанша, кенше. Данный аффикс добавляется к глаголу и дает два значения в казахском языке. По учебнику, к сожалению, все практические задания только в одном значении приведены, но я вам объясню два значения, потому что они оба очень достаточно активно употреблены в разговорном, в официальном, во всех сферах функционирования казахского языка. Ханша генши, ханша кенши добавляется к глаголу и ханша кенши, ханша кенши и дает значение до того времени, когда будет свершиться, свершается или свершилось какое-то действие. А какое действие мы должны добавить основу этого действия глагола до этого аффикса. Мысалы, оқы, читай, оқығанша. До того времени, как ты прочитаешь. Здесь абсолютно разные временные варианты. До того времени, как ты прочитаешь, до того времени, как ты прочитал. И вообще, ауспалосша до того времени, как ты читаешь. То есть все варианты временные включены в этом аффиксе. Кель, генше, до того времени, как ты придешь. Аус, аусу это меняться, аусканша. До того времени, как я, ты, он, мы поменяемся или меняемся, или будем меняться. Или поменялись в прошедшем. Кенше, көріс. Көрісу это встречаться, видеться, слово көру видеть. Көріс кенше до встречи. Мы всегда с вами, когда заканчивается урок, таким произношением, словом, с вами прощаемся. Кроме салбу мы говорим көріс кенше, до встречи. Но в начале урока я вам сказала, что употребляется в двух значениях. Второе значение это, например, темекі шеккенше спортзалға бар. В данном случае значение чем курить, лучше сходи в спортзал. Немесе көп сөйлегенше іс істе, әрекет жаса. Чем много говорить, лучше действуй. Вот такие два значения дает данный аффикс, очень активный и употребляемый в современном казахском языке. Оқығанша, жас. Такую реплику хочу привести пример. Не предложение полноценное, а реплика. Оқығанша жас. Пиши, чем просто читать, например. Келгенше, давайте я лучше вам устные примеры приведу. Сен оқығанша, мен де оқып қоямын. Пока ты прочитаешь, я уже тоже прочитаю. То есть до этого времени я уже прочитаю. Первое значение. Второе значение. Алматыда оқығанша, Өскеменде оқы. Немесе Өскеменнің Қазақстан Американдық Еркін университетінде оқы. Чем учиться в Алмате, лучше учись в нашем университете. Келгенше. Ол келгенше сабақ аяқталады. До того, как он придет, урок уже закончится. Первое значение. Второе значение.
аяғында келгенше бірінші болып кел. Чем прийти самым последним, лучше приди самым первым. Ауысқанша, ауысу меняться. Ауа райы ауысқанша, мен басқа аяқ киім сатып алмаймын. До того, как поменяется погода, ну там, время года, допустим, я не куплю новую обувь. Второе значение. Басқа жұмысқа ауысқанша, осы жұмыста қал. Останься на этой работе, чем переводиться на другую. Көріскенше, көрісу встречаться, напоминаю, көріскенше до того, как кто-то с кем-то или я с кем-то встречусь. Мысалы, мен сенімен көріскенше дүйсенбі болып қояды. До того, как я с тобой встречусь, уже будет понедельник. То есть уже что-то случится до этого. Либо мы можем в прошедшем времени сказать об этом. Мен сенімен көріскенше дүйсенбі болып қойды. Уже настал понедельник, пока я с тобой встретился до этого времени. То есть временное ограничение дает данный адрес. И во втором значении көріскенше онымен бекер көріскенше, мысалы, сен оған қоңырау шал. Чем просто так с ним встречаться, ты лучше позвони ему. Вот такие два активных значения дает наш аффикс. Назарларыңызға рахмет. Я надеюсь, что вы выполните все практические задания по данной видеограмматике.